Здравствуйте, в эфире программа «Интервью». Мы подводим итоги 2025 года. И я представляю гостя в студии Светлана Верещагина, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан. Светлана Михайловна, здравствуйте. Добрый день. Итак, небольшие, буквально, может быть, обозначите, какие главные итоги года вы бы отметили на сегодняшний день именно в вашем ведомстве, в вашем направлении? Наше министерство предпринимательства и туризма курирует три направления. Это туризм. Но здесь мы можем сказать, что туристический поток в республику, как минимум, не уменьшается. Основные итоги, количественные показатели мы увидим в феврале. Но турист к нам едет, туристу интересно. В республике по-прежнему создается инфраструктура, открываются новые интересные объекты. Мы их открываем как для жителей нашей республики, так и для гостей из других регионов. В части предпринимательства здесь у нас очень хорошие показатели по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства. Мы здесь растем больше, чем в среднем по Российской Федерации, поэтому это очень хороший факт, который показывает о том, что предпринимателю достаточно комфортно в нашей республике. И по креативным индустриям, это третье новое наше направление. Здесь мы тоже уже за небольшой период времени достигли каких-то результатов, сформировали экосистему, и уже на федеральном уровне мы вошли в тройку лидеров среди субъектов по этому направлению. Давайте теперь конкретно о каждом направлении поговорим. В частности, начнем с туризма, о том, что действительно Башкортостан вошел в тройку лидеров в Приволжском федеральном округе по числу поездок. Президент России ставит такую задачу, чтобы к 2030 году именно доля туристской отрасли ВВП дошла до 5%. Как думаете, насколько это достижимо в нашей республике? Вообще, конечно, задача непростая, потому что нужно как минимум удвоить этот показатель. Но в целом у нас, я думаю, что делается достаточно для того, чтобы идти к достижению этой цели. Во-первых, мы ежегодно привлекаем федеральные средства на развитие инфраструктуры и поддерживаем как предпринимателей, так и наши города в развитии туристической среды. Во-вторых, у нас в республике по решению Ради Фаридовича создается очень много новых интересных объектов. Это начиная от музейных комплексов, как в Уфе, так и музей мирового уровня Шульган-Таш, например. Поэтому новые точки притяжения появляются. Около Шихана Таратау, вы знаете, что сделана и лестница, и этнокомплекс, что повлекло за собой гораздо сильнее интерес к этому месту у туриста, потому что есть уже инфраструктура, есть где пообедать, есть что посмотреть, есть где приобрести сувенир с собой. Поэтому мне кажется, что республика идет на пути развития туристической сферы. Причем вы сейчас уже подметили, касательно, немного коснувшись моего следующего вопроса, о том, что у нас в Башкортостане развивается культурно-познавательный туризм, что есть эти рэперные точки. Как они поменяли, может быть, у нас именно развитие туризма в Башкортостане? Да, культурно-познавательный, мне кажется, это один из таких приоритетных для нас и перспективных направлений. Во-первых, у нас появляются новые объекты, которые именно с научной точки зрения, с точки зрения культуры, новых знаний, они могут быть интересны, потому что туристу сейчас хочется не только приехать, посмотреть какие-то живописные места, но что-то узнать. Поэтому, у нас есть два геопарка Таратау и Янгантау. Оба входят в сеть геопарков ЮНЕСКО. Это с точки зрения геологической составляющей этих территорий. Это, конечно, очень интересно, и турист туда идет. Потом у нас в Салаватском районе на территории того же геопарка Янгантау в прошлом году открыт музейный комплекс под открытым небом Салават-Ере. То есть это территория, на которой ты можешь пройти и узнать историю нашего национального героя Салавата Юлаева. Очень интересное место, там можно побывать и зимой, поэтому я всех и жителей нашей республики, гостей очень рекомендую побывать в этом месте. Шульган-Таш, про который мы с вами уже тоже сказали. Много музеев открывается в Уфе, это музей полярников открыт, музей музыки Шаляпина, поэтому с точки зрения культуры и познания, конечно, у нас тоже есть что посмотреть и увидеть. Но при этом республика богата и своей природой. У нас есть самый разный туризм, развитый конный туризм и сплавы. Но при этом, наверное, не стоит забывать и об экологическом балансе. Как мы его будем соблюдать для того, чтобы все было в порядке и дальше? Абсолютно правильный вопрос, потому что туристический поток – это все-таки, особенно когда это
какие-то маршруты, но в большей степени это, конечно, сплавов касается. Тут главное и не навредить, и сохранить нашу очень живописную и невероятно красивую природу. И, конечно, по сплавам мы здесь будем продолжать работу и с туроператорами, которые привозят группы, и с населенными пунктами, где размещаются группы временно, которые приезжают, ведь к нам на сплавы приезжают из других регионов, и чтобы вот этот мусор не оставался и нагрузка на природу нивелировалась, мы эту работу будем вести, но планируем в следующем году утвердить концепцию развития сплавного туризма и предусмотреть инфраструктуру для того, чтобы было где автобусам останавливаться, был централизованный сбор мусора, и то есть группы без вреда для нашей экологии, для наших рек могли путешествовать с комфортом. Предлагаю перейти к теме предпринимательства, потому что развитие бизнеса у нас в Башкортостане тоже продолжается, и в частности и малый, и средний бизнес, и количество увеличилось до 10%. Вот какие меры поддержки помогают развиваться в это непростое время, как думаете? Ну, у нас достаточно широкий спектр поддержки в нашей республике. Ну, только по линии нашего министерства у нас 3 института развития, которые оказывают поддержку субъекта малого и среднего предпринимательства. Это, во-первых, это агентство по развитию предпринимательства, на базе которого функционирует Центр «Мой бизнес». Там можно получить широкий спектр информационной, консультационной поддержки. Есть поддержка методологического характера и финансовая поддержка. Очень много мы проводим обучающих программ, акселерационных для предпринимателей и для лиц, которые хотят встать на путь предпринимательской деятельности. Это очень востребовано. Мы вот по итогам этого года свой федеральный KPI в 2 раза превысили, то есть если у нас показатели проконсультировать там чуть больше около 3000, то мы как бы 7000 предпринимателей и будущих предпринимателей оказали им поддержку. У нас есть региональная лизинговая компания. Такие компании есть не в каждом регионе с нашим республиканским капиталом. Плюс особенность нашей лизинговой компании, то, что наша продуктовая линейка гораздо шире, чем у тех компаний, которые существуют с госучастием. То есть у нас можно не только оборудование приобрести в лизинг, но и технику, и снегоходы, и квадроциклы, и даже самолеты малой авиации. Ну и у нас есть микрокредитная компания, то есть предприниматель может до 5 миллионов рублей по льготной ставке получить займ. Поэтому спектр услуг достаточно широкий, мне кажется, и вот это в том числе служит фактором того, что у нас количество предпринимателей увеличивается, повторюсь, уже в среднем больше, чем в среднем по Российской Федерации. Ну и в целом в республике ведется работа по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата. Эта работа ведется всеми органами власти, чтобы максимально процедуры, которые необходимы предпринимателю проходить для ведения своей предпринимательской деятельности, чтобы они были максимально в короткие сроки и комфортные. А какова роль самозанятых в нашей республике, как думаете? Ну, самозанятые – это отдельная категория. У нас сейчас их более 300. Динамика очень хорошая, на 30%. У нас за последний год их количество выросло. Ну, самозанятые – это граждане, которые зарабатывают своим трудом без оформления индивидуального предпринимателя или юрлица. И, конечно, это тоже вид экономической деятельности. Они также платят налог. И отрадно, что многие выходят просто из какого-то своего хобби, из нелегальной деятельности, становятся самозанятыми. Поэтому это тоже категория, которая вносит свой вклад в экономику республики. Ну и еще одно направление, которое тоже новое, но которое, тем не менее, любопытно, интересно и всегда привлекает к себе внимание, это развитие креативных индустрий. Причем в этом направлении наша республика вошла в 3 по России. Вот как это удалось сделать? Вроде бы направление не такое, может быть, и привычное для нас. Ну, во-первых, какие тут факторы сыграли роль? Этот вопрос находится под личным контролем и вниманием главы республики Радия Фаритовича. И то, насколько вот эта сфера сейчас в зоне внимания, это, конечно, послужило тому, что мы стали сейчас на федеральном уровне очень заметны, потому что, во-первых, есть совет по креативным индустриям, где можно обсуждать и где принимаются конкретные решения. Радий Фаритович регулярно проводит часы креативных индустрий, встречается с креативным сообществом.
уже создана такая экосистема. Ну, наше министерство, есть дирекция по креативным индустриям. У нас на базе центра «Мой бизнес» сформировано подразделение «Мой креативный бизнес», где предприниматели могут получить именно вот из креативных индустрий предпринимателей свои меры поддержки. Обучающие программы мы проводим. Вот акселератор первый прошел. Поэтому вот все это в комплексе, конечно, дало такой результат. Ну и плюс у нас сейчас есть финансовая мера поддержки. На следующий год мы уже будем предприниматели, у которых есть проект в сфере креативных индустрий, поддерживать финансово. То есть до 5 миллионов рублей можно будет получить субсидию при условиях 50% софинансирования. Поэтому, если у кого-то есть проект в сфере креативных индустрий, а креативных индустрий 16, это есть в публичном доступе, можно посмотреть, есть перечень акведов. Если вы к ним относитесь, и у вас есть проект, то мы будем рады проконсультировать и сопроводить. Ну, как в одном из своих интервью сказал Арти Фаритович о том, что креативная индустрия – это бизнес для тех, у кого есть хобби, где свое хобби можно превратить в прибыльное дело. Все верно? Да, креативная индустрия – это прежде всего экономическая деятельность, основанная на творческом труде, интеллектуальной. Светлана Михайловна, какие впереди перспективы, какие задачи, цели и планы? Ну, задача как минимум не снижать те темпы, которые мы достигли уже по всем нашим 3 направлениям. Конечно, хотелось бы, чтобы туристический поток в республику увеличился больше, чем есть на сегодняшний день. И мы действительно, нам есть что показать, есть что рассказать. Мы достаточно гостеприимны и инфраструктурно уже готовы, поэтому будем работать над продвижением туристического потенциала нашей республики. Будем продолжать поддерживать наших предпринимателей, независимо от отраслевой принадлежности. Ну и по креативным индустриям, конечно, работа начата недавно. Предстоит очень много всего сделать, потому что федеральный закон вот уже почти год как вступил в силу. Очень много задач у всех регионов, у нас в том числе, поэтому здесь предстоит большой объем работы. Ну, надеюсь, что у нас все будет получаться, и, возможно, мы уже станем креативным регионом номер 1. Спасибо огромное, что нашли время и пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Интервью». На наши вопросы ответила Светлана Верещагина, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.